самые актуальные новости вторника. В эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Массовые гуляния, шествия в национальных костюмах и гала-концерт «Соцветия культур». Так крымчане отметили в третий раз День народного единства. Сегодня праздник и для тех, кто долгие годы ждал получения земельного участка. Более 150 человек стали счастливыми обладателями земли. Теперь у крымчан есть возможность получить юридическую консультацию от специалистов Госкомнадзора. Еще 11 детей обучились арабскому алфавиту и освоили основы исламского этикета. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Сегодня вся Россия отмечает День народного единства. Во всей стране проходят массовые гуляния, митинги и концерты. Отметили праздник и в Крыму. В Симферополе устроили шествие, в котором приняли участие представители проживающих на полуострове народов. Все они были одеты в национальное убранство. Кроме этого, крымчане смогли увидеть выставки декоративно-прикладного искусства и гала-концерт «Соцветия культур». Подробности от наших корреспондентов. Праздник Дня единства в Симферополе начался с шествия колонны в национальных костюмах, представляющее все соцветие культур полуострова. Крымчане всех национальностей от мала до велика приняли участие в марше. На сцене для крымчан и гостей столицы исполнялись национальные песни и танцы, а по окончанию мероприятия участники образовали флешмоб «Хоровод дружбы», где собрались все представители народов Крыма. По традиции, 4 ноября – выходной день для всех жителей страны. Но, как всегда, во всех уголках страны проходят торжественные мероприятия. В Крыму в них приняли участие представители крымской власти. Они поздравили всех крымчан с этим светлым праздником и отметили, что в единстве наша сила. Это знаковое событие. Я, друзья, считаю, что мы должны с вами это единство сохранять и укреплять в нашей многонациональной стране России, в нашем многонациональном Крыму. Сегодня задача наша – объединиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина для того, чтобы сделать нашу страну, Россию, самой счастливой, самой успешной, самой сильной страной в мире. А продолжили праздничное мероприятие представители различных народов полуострова выставкой декоративно-прикладного искусства, презентацией национальной кухни и, конечно же, национальными песнями и танцами. Крымско-татарский ансамбль «Гурур-Ветан» в национальных костюмах представили гостям танец хушлар. В белых одеяниях, символизирующих нежность и чистоту, они передали всю красоту нашего танца. Для любителей вкусно поесть на фестивале было представлено все обилие блюдов народов полуострова. К примеру, крымские болгары угостили всех желающих национальными блюдами, среди которых пирог-мясник, тыквенница и банница. Мариян Иванов живет в Болгарии, в городе Сливене. Крым посетил впервые. Он рассказал, что его поразила праздничная атмосфера. Здесь отмечаем этот праздник с Болгарией. Через месяц мы будем жениться с моей прекрасная супруга. Истинные ценители искусства могли увидеть не только экспонаты декоративно-прикладного искусства, но и картины, выполненные в уникальной технологии пастель. И вот эта работа называется, посвященная крымским татаркам, называется «У источника». Наш Крым как источник, к которому вернулся крымско-татарский народ, который питает нашу землю. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов поздравил всех крымчан с праздником единения, пожелал всем мудрости и взаимопонимания. Более 300 участников фестиваля – это, во-первых, представители разных национальностей, творческие коллективы из разных уголков Крыма. Мы только в прошлом году проводили закупку специально для наших коллективов национальных костюмов. И сегодня вот мы видим, что наконец-то наши крымские коллективы национальные представлены на таком высоком уровне, когда уже... Сюрпризом для всех стали выступления артистов из Республики Татарстан. Популярная татарская эстрадная певица Альбина Апаннаева и Фарид Файзрахмонов подарили крымчанам букет музыкальных композиций.
Как говорил выдающийся деятель крымско-татарского народа Номан Челебичихан, на Крымском полуострове растут разноцветные розы, лилии и тюльпаны. И у каждого из них есть своя особенная красота, свой особенный аромат. Цель, собрав их вместе, составить из них красивый и изящный букет. Левиза Сидбелялова, Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Свершилось. Законопроект, упрощающий получение необходимых документов для получения компенсации реабилитированным, внес в Госдуму депутат Руслан Бальбек. Автор обратил внимание на то, что власти Крыма принимают меры, направленные на реализацию указа президента Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. При этом восстановление реабилитированных лиц в социально-политических и гражданских правах, а также предоставление им мер социальной поддержки и выплат компенсации возможно только лишь после получения ими справок. Однако, отмечает парламентарий, при получении справок о реабилитации возникают затруднения, связанные с безосновательной задержкой предоставления в МВД России необходимых документов из МВД Узбекистана. Таким образом, Руслан Бальбек предлагает внести изменения в закон, что поможет получить справки о реабилитации без обращения МВД России в МВД Узбекистана. Сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете прошло дуа, посвященное назначению нового ректора. Мероприятие посетили видные деятели культуры и искусства, преподавательский состав, а также представители Духовного управления мусульман Крыма. Присутствовавшие прочли молитву за благополучие и процветание университета, пожелали новому ректору Чингизу Фивзиевичу успехов в работе, а Фивзи Якубову здоровья и долгих лет жизни. Муфти мусульман Крыма Хаджи Мирали Аблаев вручил Фивзи Якубову памятный подарок от Духовного управления мусульман Крыма. Напомним, накануне бессменный ректор Крымского инженерно-педагогического университета Фивзи Якубов покинул свой пост, передав полномочия Чингизу Якубову. Праздник сегодня и для тех, кто долгие годы ждал получения земельного участка. Получение долгожданной земли под индивидуальное строительство в День народного единства стало символичным событием для тех, кто долгие годы стоял на полянах протеста. Всю радость и эмоции счастливых обладателей участков попробует передать наш корреспондент София Шукурова. Документы на земельный участок получили более 150 человек. Все они из числа льготных категорий. Это многодетные матери, ветераны Великой Отечественной войны и люди, подвергшиеся политическим репрессиям и депортации. 79-летний Рифат Ибраимов ждал этого момента с 1996 года. В Мирновском сельском поселении 20 лет назад он написал заявление. И сегодня получил долгожданный участок земли. Мужчина не скрывает своей радости. С 94-го года жду. Сегодня радостная новость для нас. Выдали разрешение на участок в этом поле. Мы очень благодарны. Сейчас оформлю все документы и начну строиться. Также обладателем участка стал Айдер Вейсов. Он ждал участка чуть меньше. Планирует подарить его своим детям. С 1988 года живу на родине в поселке Мирное. В своей жизни посчастливилось получить участок. Я очень рад. В начале 90-х крымские татары ехали на родину из Средней Азии с надеждой получить хоть небольшой участок родной земли. Многие старались выкупать те дома, которых были лишены в 1944 году. Украинские власти эту проблему решить не могли или же не хотели. Были лишь спекуляции, обещания и наращивание личных политических амбиций. Сейчас власти делом доказывают свою заботу о репрессированном, а затем реабилитированном народе. Сегодня полностью решен вопрос и закрыта очередь, та, которая формировалась из жителей Мирновского сельского поселения. Но это не говорит о том, что процедура закончилась. Почему? Потому что у кого-то рождается третий ребенок, и они имеют также право обратиться, и получить свой долгожданный земельный участок для улучшения жилищных условий. А находится это между Перовским и Мирновским сельским советом, но в границах Мирновского сельского поселения в микрорайоне Дубки. Получается, там порядка 600 гектар выделены льготным категориям, которые были по спискам Рескомнадзора, а также по тем жителям Мирновского сельского поселения, которые остро нуждаются и имеют на это право. В завершении церемонии награждения для всех счастливых обладателей документов на землю была представлена концертная программа. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Выездные юридические консультации специалистов Государственного комитета по делам межнациональных отношений и делам депортированных граждан состоялись в Саках. Постановка на квартирный учет, справки о реабилитации, выкуп жилья. Основные вопросы, с которыми жители города и района пришли к юристам. Напомним, юридическая помощь оказывается в рамках совместного социально-правового проекта Госкомнадзора и телеканала Миллет.
Эльвира Рахматуллина – многодетная мать. Говорит, пришла узнать о программах социальной поддержки на покупку жилья. У женщины есть материнский капитал и личные накопления, но на дом этого не хватает. Меня интересует о выкупе жилья. Я за свои годы очень мучилась, живя на квартире. Жилищные условия оставали желать лучшего. Моей суммы не хватает рассчитаться за жилье. Чтобы государство помогло мне. Это крик души. По словам юристов, для обеспечения жильем Эльвине необходимо встать на квартирный учет по месту жительства. Рассказали женщине и о жилищных программах, направленных на развитие сельских территорий. С целью участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» заявительнице необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту регистрации и подать соответствующий пакет документов. Основные вопросы, с которыми жители САК и близлежащих сел пришли на юридическую консультацию – квартирный учет, справки о реабилитации и выкуп жилья. 20 лет стоять на очереди на квартире тоже тут нереально. Я пришла для того, чтобы нас услышали, чтобы решили мой вопрос. Я переписывала заявление, меня попросили с 2002 года. На данный момент я с этого времени нахожусь на квартирном учете, где моя очередность не продвигается ни вправо, ни влево, ни вперед и ни назад. И вот этот вопрос меня очень волнует. Мне сейчас 60 лет, я не знаю, сколько дальше я буду жить, и поэтому я бы хотела хотя бы остаток жизни прожить в нормальных человеческих условиях. Начальник отдела межнациональных отношений администрации города Саки Арсен Аметов считает, что подобные выездные консультации дают ответы на непростые юридические вопросы и помогают быстрее решить проблемы граждан. Такого рода консультации нужны, необходимы прежде всего гражданам также, потому что есть ряд вопросов, которые мы просто некомпетентны решить, неполномочны решать на своем уровне. И когда есть такая прямая связь Госкомнадзора с гражданами, это ускоряет решение некоторых вопросов. Вот сегодня видели, огромное количество людей было. Это какой-то блок вопросов, я бы назвал стандартным, это справки о реабилитации гражданства, но есть также специфика регионов. В нашем случае есть своя специфика, я считаю, жители у нас микрорайона Амитхан Султан не могут получить справки, вернее, не могут получить индивидуальные налоговые номера ИНН, поскольку прописаны на земельном участке. На следующей неделе социально-правовой проект юридических консультаций продолжит свою работу в Бахчисарае. Все желающие задать свой вопрос юристам Госкомнадзора и встретиться с журналистами смогут это сделать в администрации города. Оксана Лобода, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. 5 ноября в Крыму будут отмечать Дни крымско-татарской письменности и культуры. Без письменности большинство достижений человеческой мысли и почти весь жизненный опыт предыдущих поколений исчезли бы бесследно. Об особенностях графики крымских татар расскажет Диляра Шевкетова. Письменность – один из основных источников, свидетельствующих об уровне развития народа, благодаря которой мы узнаем об исторических фактах, событиях и о культуре мира. Основу крымско-татарского письма составляют архоно-енисейские надписи. Крымско-татарская письменность в разные периоды развивалась на базе арабской, латинской и кириллической графики. Связь именно с арабской письменностью начинается в первую очередь из-за Корана. На основе того, что к любви своей религии эта письменность, арабская вязь, распространилась у нас в Крыму. При реставрации всех мечетях, при так скажем, старых крымско-татарских захоронениях мусульманских, там везде присутствует арабская вязь. Даже если взять, в пример, Киберджами, где мы находимся, есть старые, так скажем, таблички, на которых написано, что откуда мы знаем это, что Меглик Грай, например, подарил эту территорию, эту землю под мечеть. Кроме того, кто ее построил, и там пишут, как всегда, чтобы это было сделано для того, чтобы мы вспоминали про них и просили Аллаха прощения за грехи их. На самом красивом по написанию языке мира изданы лучшие образцы национальной, религиозной, образовательной литературы и публицистики. В библиотеке имени Гаспринского хранятся древние памятники общетюркской крымско-татарской письменности, первый энциклопедический словарь, кодекс Куманикус и первые учебники крымских татар. Учебники печатались в типографии Исмаила Гаспринского, там, где печаталась газета «Терджиман». Среди учебников можно увидеть учебники по географии, по математике, по природоведению, элифбе, то есть букварь, да, что там еще, детские книжки, Мектеп и Субьян, ЭСАП, это математика. А также здесь можно найти крымско-татарские учебники, написанные латинской графикой и кириллицей. Изменение письма, оно отразилось и на системе образования, когда учебники адаптировались под
то, каким письмом пользуется народ. За последние 100 лет в результате языковых реформ крымско-татарская письменная система менялась трижды. У каждого культурного народа есть своя письменность. Наши предки с древних времен использовали архоно-енисейские надписи. Но в XII веке с принятием ислама все мусульманские народы перешли на арабскую графику, которая прошла несколько реформ. Последнюю реформу провел Исмаил Гаспринский. В 1928 году крымские татары начали использовать латинскую графику, а через 10 лет крымско-татарский язык был переведен на кириллический алфавит, который используется до сих пор. Значительный вклад в изучение крымско-татарской и восточной филологии внес доктор филологических наук Айдер Меметов, который подготовил и воспитал большое количество учителей крымско-татарского языка и литературы. Автор учебников, учебных пособий и словарей для школ и вузов на крымско-татарском языке в своих трудах использовал все виды крымско-татарской письменности. Эти учебники созданы для того, чтобы наши дети не забывали родной язык. Дни крымско-татарской письменности и культуры будут отмечаться с 8 по 10 ноября в библиотеке имени Гаспринского, в которой состоятся ашикские чтения, фольклорные посиделки, круглый стол и другие мероприятия. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. 11 детей обучились арабскому алфавиту, освоили основы исламского этикета и ляхи. В учебно-просветительском центре состоялся праздник для участников проекта «Яны-Баарь. Новая весна». Подробнее смотрите в сюжете Гульнары Каримовой. Сегодня в стенах учебного центра Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь звучит детский смех. Здесь состоялся праздник для самых маленьких участников проекта «Яны-Баарь». Дети в возрасте от 4 до 6 лет посещали обучающие курсы, разработанные по специальной программе, которая позволяет малышам получить и освоить исламские знания в доступной игровой форме. Преподаватель исламских наук учебно-просветительского центра Фериде Абдулганиева отметила стремление детей к знаниям. Наша основная задача, чтобы у ребенка уже с раннего возраста складывалось впечатление правильно. То есть он уже брал в пример не каких-то разных кумиров, а уже у него для продолжения был пророк Мухаммад ﷺ. То есть он уже все начинал с бисмилля. То есть ему не было в последующей жизни трудно, так как мы опираемся на хадис, опять-таки, самый лучший из вас тот, который учит Коран и обучает ему других. Поэтому мы думаем, чтобы их жизнь еще намного счастливее, чем наша, складывалась. Конечно, исламское какое-то образование тоже есть, но также мы применяем методики, которые употребляются и в детских садах. Во время празднования дети продемонстрировали полученные знания, чем порадовали своих учителей и родителей. По словам преподавателя Ферида Хану, в группу вошли талантливые и умные дети. Среди них есть способная девочка Нурие. Ученица отличается своей активностью. Арабский алфавит Нурие освоила очень быстро. Когда она пришла, была такая непоседа, но она всегда и везде успевает. Что касается арабского алфавита, если даже она пропускала занятия, то по приходу осваивала упущенное. Кажется, что рассказы она слушает невнимательно, но на все вопросы отвечает правильно. Рабим Аллах, динам ислам, китабым Хур'ан, мен мусульманом, хыблем кябе микиде, мен мусульманом. По окончанию праздника детей угостили сладостями и вручили подарки. Напомним, курсы реализовываются в рамках просветительского проекта «Файдалы Илим» – полезные знания на базе учебно-просветительского центра. Занятия проводятся 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам с 12 до 14 часов. Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Завтра не пропустите итоговую программу «Едыкунь» с Вадим Месит, Мамут и Абдулла Джасманом. Оставайтесь с нашим телеканалом. Приятных вам выходных.